Саидамин, ассаламу алейкум. Алейкум. Саидамин, вторые сутки вы здесь находитесь. Скажите, пожалуйста, для чего, какой целью вы находитесь вторые сутки перед Гаагом, перед Гаагским трибуналом? Я приветствую всех, особенно наших друзей украинцев. Приветствую всех, кто поддерживает верховенство права, справедливости. И хочу сказать, что мы здесь для того, чтобы требовать от Международного уголовного суда справедливого решения и чеченского вопроса, и украинского вопроса. Потому что эти вопросы идентичны. Но чеченский народ, агрессия против чеченского народа была совершена значительно раньше, в 94-99 годах, дважды. За это время было убито более 300 тысяч невинных людей, в том числе 42 тысячи детей. Были страшные преступления, но, однако, по сегодняшний день никаких результатов. Все молчат, как будто ничего не произошло. Значит, я здесь по этому поводу провожу пока одиночные действия, одиночный пикет. И завтра, 23 апреля, мы будем проводить большой митинг. Я надеюсь, что там будут участвовать и украинские наши друзья, и наши единомышленники Чеченской Республики Ичкерия. Мы требуем единственно одного, чтобы Международный уголовный суд, который является единственным судом в мире, который имеет такие определенные полномочия привлекать к уголовной ответственности преступников высокого ранга, президентов, любого президента, премьер-министра и так далее. Значит, привлекать к ответственности, если они совершили преступление. В данном случае нет никакого сомнения в том, что Россия совершила преступление против чеченского народа, и нет никакого сомнения в том, что совершил агрессию против независимой Украины, Россия совершила новое преступление. То есть то, что произошло на территории Чеченской Республики Ичкерия, и то, что происходит сегодня в Украине, это есть идентичное, скажем, по сути своего преступления, преступлениями. Геноцид, преступление против человечности, военные преступления. Мы требуем, чтобы поданные нами заявления в 2014 и 2018 годах они были рассмотрены именно объективно, честно рассмотрены и сделаны свои определенные выводы. Преступники должны быть наказаны. Безнаказанность преступников влечет за собой новые преступления. То, что произошло в Грузии, Сирии, в данном случае в Украине и так далее. Поэтому наши требования совершенно справедливые, и мы надеемся, что Международный уголовный суд примет нашу резолюцию за основу и начнет расследование. Мы призываем вас всех поддержать нас. Если вы не сможете приехать, пишите в эти международные организации, требуйте, чтобы они справедливо подошли к чеченскому вопросу и к вопросу Украины. Украина должна быть свободной,
И Чеченская республика Ичкерия тоже должна быть свободной. За Украину, за чеченский народ, слава Украине, Свободу Ичкерии. свобода Ичкерии. И я надеюсь, что именно так и будет. Да, Кенти Юмад Аллаш. да. Ичкерия Кенти Душана, Ваюдор Доштачун, Цхашак Юдор Доштачун, Вакиру Юдаха, Один Дадил, Вачепта, Тинизбат, Адал, Вагнисван, Дахлобо, Алтай Бертки, Юрвай Масера, Адикайо. Амин, амин. Нелерес falan zaten.